Профильных медработников в селах и малых городах становится все больше. Программа «Земский доктор» нацпроекта здравоохранения действует уже 10-й год. За это время, благодаря ей, в населенных пунктах, где чувствовалась острая нехватка узких специалистов, начали появляться новые кадры. В их числе и Малгобек. Так, с 2021 года в Центральной районной больнице начали работать еще 7 новых докторов. Среди них и кардиолог, онколог, врач ультразвуковой диагностики, стоматолог, травматолог. Мадина Берсанова тоже пополнила штат больницы в прошлом году. Окончила Ставропольский медицинский университет, ординатуру по направлению онкология прошла в Ингушском госуниверситете. Новую работу нашла благодаря федеральной программе «Земский доктор». Востребованность врачей ее профиля, достойная заработная плата, поддержка от государства в 1 миллион рублей. Оценив все перспективы, Мадина решилась на переезд из Назрановского района. А здесь такого специалиста ждали давно. Всю нагрузку до этого тянул один онколог на всю больницу. Это хорошая поддержка, чтобы мы не останавливались на достигнутом, развивались, проходили какие-то дополнительные курсы, специализацию, то есть повышали свой уровень именно как специалиста. Как потратить свой миллион, Мадина еще не определилась. Часто для врачей это становится хорошим решением жилищного вопроса. Правда, согласно контракту, обязательно нужно отработать 5 лет, иначе деньги придется вернуть. Если человеку положен ежегодно оплачиваемый отпуск, он считается работающим. Если он вне положенного отпуска берет по каким-то личным обстоятельствам отпуск без сохранения заработной платы, или же он наступает страховой декретный случай, выходит в отпуск по уходу за ребенком, вот все эти периоды отсутствия на работе не идут в отработку в эти 5 лет. В отличие от первого года существования программы, в 2012 году этой оговорки не было. Таким образом, программу к 2017 году доработали, договоры пересмотрели. Малгобек впервые принял участие в «Земском докторе» в 2012 году. Тогда на работу были приняты терапевты, участковые педиатры. После 5 лет перерыва город вновь включили в программу. Итак, с 2018-го ежегодно на работу устраивались по 7 докторов. Совпадение. Эта цифра стала символичной, шутят работники ЦРБ. В селах у нас, как правило, работают только терапевты, педиатры, гинекологи, врачи-акушер-гинекологи. А когда наш малочисленный город стал участвовать в программе, нам это дало возможность принять на работу уже врачей узких направлений, то есть хирурги, травматологи, рентгенологи, врачи ультразвуковой диагностики. Если изначально программа распространялась только на молодых специалистов, то сейчас участниками могут стать врачи до 50 лет. Благодаря земским докторам качественную медицинскую помощь малгобекчане получают, не выезжая за пределы города. Профессионализм и чуткое отношение к пациентам часто отмечают местные. Что ему надо? Двисендали, динадали, любое время. Обезболивающие. Понятно, дестрон, магистрон, царя лурс, отсамба. Так, что надо сказать? Цан благодарность мам да сухчи. Ухчи, молю звалор, за больного беспокоить бак. Мнение о том, что в больших городах больше возможностей для карьерного роста, здесь считают стереотипом. Так, в прошлом году из Москвы благодаря программе «Земский доктор» переехал работать в Малгобек один из кардиологов. В Малгобекской больнице с каждым годом улучшаются условия работы и обслуживания пациентов. Внедряется новое высокотехнологичное оборудование. Вот я приводила в качестве примера нашего врача-травматолога. Благодаря тому, что появился этот новый доктор в нашем учреждении, замечательный врач, мы с помощью главы региона приобрели артроскопическую стойку, на котором он будет производить высокотехнологичные операции. Любые операции, любой сложности. То есть, естественно, для него, имея такое оборудование, которое есть не во всех учреждениях региона, наверное, для него это тоже плюс, для него это дополнительная практика. Руководство больницы делится. С начала реализации программы «Земский доктор» только 2 врачей покинули больницу после истечения срока контракта. Все остальные продолжили работу в ЦРБ на постоянной основе. С начала 2022 года пока заявок больница не получала. Но в малгобекских здравницах для решения кадровой проблемы ждут и других узких специалистов, особенно педиатра экстренной помощи. Диана Дударова, Магомед Шаухалов, Новости 24.